гости приехал ансамбль, хор имени Прометея Ионовича Чисталева. И я хочу из поселка Невчик пригласить их сюда. Пожалуйста, приходите. Все участники народного хора имени Прометея Ионовича Чисталева, поселок Невчик. Мы, ансамбль Северного Кружева, тоже так выезжаем и поем народные песни. И сегодня мы исполним вам песню «Солнышко, глядел голубь». Ты зайди, но зайди, да красно солнышко над горою
своим супругом Прометеем Ионовичем Чисталевым на войне. Прасковья Ивановна – участница, фронтовик Великой Отечественной войны. Я не слышала, что вы начали. Я не так много, мы опоздали вроде, но я не знаю, как вы начали и продолжать теперь тоже. Говорите, что хотите. Вот если бы, будут другие какие-то выступления, Прометей? Ну, посмотрим. Я не знаю тогда, как строить речь. Стройте, как хотите. Я, наверное, как всегда, постараюсь сказать то, чего никто сказать не может, кроме меня. Остальное все или слышали, или могут прочитать, или могут узнать потом от людей. Мой возраст и мое уже физическое состояние таковы, что я должна успеть сказать то, что никто не может сказать, но чтобы это было нужно и интересно, и важно. Вчера или позавчера я сидела рядом с одной женщиной хорошей, которая мне прочитала подробности о Жене Путина по интернету. Вот я удивилась, сколько всего узнала. А если бы она мне это не прочитала, я бы жена Путина. Кто ее знает, как она жена Путина? И вот какова жена Прометея Чисталева, первая жена, у меня было две жены. А вторая известный человек тоже. Я о ней говорить не буду, а буду говорить только о себе. Продолжу сразу фразу моей Ивановны. Война 1941-1945 года. Я после контузии госпиталя и батальона выздоравливающих попадаю, там так вот, в госпиталь попал, потом в батальон выздоравливающих, потом опять на фронт. И попадаю в 30-й ШАРП, штурмовой авиационный Рижский полк. Казалось бы, я с фронта пришла в тыл Рига, Рижский полк. Но этот полк бомбил Берлин. Уже был конец войны. Таким образом, я в тылу оказалась на дороге на самую передовую линию. Я была радистка. И должна была лететь на самолете, бомбить Берлин. И там встречаю Чисталева Прометея Ионовича, который был замполит батальона аэродромного обслуживания по званию лейтенант. Мне тоже предлагали дважды, даже трижды, но трижды я уже не считаю, вот дважды прям серьезно уговаривали быть лейтенантом. Когда я попала в этот вот полк, меня как радистку не используют. Я говорю, почему вы меня не посылаете бомбить Берлин? Они говорят, пусть мужчины бомбят, вам еще детей рожать. То есть нас берегли женщин, радисток. И меня посадили старшим писарем, поскольку у меня был красивый почерк и грамотное письмо. Я работала, а начальник штаба ценил у меня другие качества и посадил в особый отдел, где звание лейтенанта. Уже в третий раз я опять попадаю под звание лейтенанта. То младшего лейтенанта, то лейтенанта. И Прометей Чисталев, лейтенант, таким образом, я с ним как-то наравне себя почувствовала. Я не простой солдат, а я тоже почти офицер. Хотя я не хотела быть офицером. Мне предлагали, я думаю, скоро война кончится, я пойду в институт учиться обязательно. Так мы познакомились с Прометеем. Он руководил самодеятельностью, руководил комсомольскими руководителями, а я была комсорг управления полка. То есть во главе вот всего полка стоят, вся молодежь комсомольцев, вот это были мои подчиненные. Я была комсоргом там. Ну, мы поэтому часто общались. Как после он сказал, это правда звучала фраза. Вот то, что я говорила, было в новинку, слыхала где-то я сказала об этом, записали, что ли. Он влюбился в меня за политическую грамотность. И я всегда смеюсь и говорю, я не слыхала, чтобы влюблялись за политическую грамотность. Обычно, ну, за внешность, там, за характер, за что-то такое. Вот так мы с ним столкнулись. Он замполит, я руководитель комсомольцев. Этого и там особым отделом делал. Потом, что потом? Он предложение мне сделал, я сказала, что пока не кончу институт, ни за кого замуж не пойду.
У меня женихи были еще, это у нас там мало девушек, там мужчин много, женихов много там. Вот и таким образом жизнь свела нас после моего пединститута литфака Куйбышевского здесь, в Доме Республики, в 1949 году. Округлим 1950 возьмем. Считать легче. 65-66 лет. Как я здесь. Жили мы с ним 22 года. Жили на уважении, без любви. Тогда он был влюблен и сказал, что я для него идеал. И когда он прожил 10 лет, он повторил, что я для него идеал. И вот есть люди, которые не умеют любовь проявлять. Любил он меня или нет? Скорее всего, что нет. Потому как отношения. Он своей жизнью живет, я своей жизнью живу. Мы уважаем друг друга, вот как хорошие соседи. Это уважение никогда не теряло ни я к нему, ни он ко мне. Мы ни разу не повысили голоса друг на друга. И все друзья, которые к нам приходили, удивлялись, что мы извиняемся друг перед другом. Ой, извини, и я, и он. Спасибо, спасибо. Когда это супруги друг другу так говорят? А вот у нас такая пара была. Мы прожили жизнь только на уважении. У меня об этом есть одно стихотворение. Если я его вспомню, то я прочту. Коротенькое. Что важнее в жизни, сердце или разум? Что или сильнее было? Что решает, если спор зайдет? Чувства обманули, я решила сразу жить умом. Надеюсь, ум не подведет. Только не по расчету, ни в коем случае. По рассудку жизни нет, не получилось. Сердце взбеленилось, встало на дыбы. Без него я жить никак не научилась. Лишь смела осколки от своей судьбы. Но все, что я должна была сделать как жена, я сделала. Он болел туберкулезом, я его вылечила, как мать сказала, пану вылечила, мама не смогла. Он начал пить и курить, когда нельзя этого делать при туберкулезе, а он это начал. И я добилась, чтобы он это бросил, все, лечились, все строили ради его здоровья. Готовил то, что надо, врачи сказали ему есть. Ездить по путевкам ему, а мне пускай будет рыба без жира даже, без маргарина даже, не на что уже. Вот так мы прожили 22 года. У нас родилось 2 сына. Один 2 годика умер с черными легкими, еще больной, от больного отца, уже больной туберкулезом. Второй родился, когда через 5 лет нашей совместной жизни у него стала закрытая форма туберкулеза, и ребенок был слабенький, но выстоял. Я его по книжкам закаляла, и наш Леонид Прометеевич Чисталев, довольно известная личность. Когда он умер в 54 года, 7 лет назад, было столько статей о нем с портретами и черных рамок везде, во всех газетах. Его знали, его приглашали быть министром культуры, говорили друзья мне, что его якобы предлагали на главу даже республики, может быть, если бы он не умер. Вот такая наша семейная история с Чисталевым Прометеем Ионовичем. Его мама была педагог, награжденная орденом Ленина, единственной в Коми республике тогда. Не знаю, как потом были еще или нет. И чужих детей она умела хорошо воспитывать. Прометей был правильно воспитан вообще, но вот с болезнью она не смогла справиться. И сказала: спасибо, пана, вылечила мне сына. А он в конце когда-то на какой-то книжке, у него книжки, он же композитор и научный работник по коми-фольклору, то есть народные инструменты, народные песни, народная музыка всевозможная. Он написал на одной из своих книжечек: всем, что я успел, не достиг, всем, что я достиг, я обязан моей жене Пане. Кланяюсь ему низко за эти слова, потому что действительно я старалась, и он это оценил. Вот что такое брак по уважению. Здесь много я вижу женских лиц, и, вероятно, мужские.
Вы, может быть, вам это как какой-то урок будет. Моя жизнь. Я что-то еще о нем хотела сказать. Моя Ивановна, вот я на этом закончу. И если вспомню что-нибудь, не знаю, как это осуществить, чтобы не тратить время. Ах, вон уже. Я уже здесь. Что-то я хотела интересное, но не могу вспомнить сразу. Садитесь, может, потом вспомните еще что-то. И вы меня еще спросите потом, Да, когда да, время обязательно. подходящее. Прасковья Ивановна, конечно, лучше всех знала Прометея Ионовича, потому что жизнь подарила им долгие годы совместных и радостей, и горестей, когда умер первый сын. И в то же время именно Прасковья Ивановна направила своего талантливого мужа на научную стезю. Потому что Прометей Ионович собирал инструменты, изучал, но все это было несколько спонтанно, по его собственной инициативе, по его доброй воле. И когда профессор Анатолий Константинович Микушев пригласил Прометея Ионовича работать в коме филиала Академии наук, то он, усомнившись в необходимости перейти на другую работу, конечно же, стал советоваться со своей супругой Прасковьей Ивановной. И Прасковья Ивановна сказала: не волнуйся, что денег будет в семье меньше. Для тебя это очень и очень правильный путь. И действительно, Прометей Ионович защитил, конечно же, и получил огромную помощь от Анатолия Константиновича Микушева, защитил кандидатскую диссертацию. Они вместе создали замечательный трехтомный труд «Коми народной песни», и этот труд был удостоен Государственной премии Коми СССР имени Ивана Алексеевича Куратова. В третьем томе одним из составителей является еще один фольклорист, это Юрий Рочев. Вместе они обошли практически всю нашу республику, записывали песни, записывали плачи, записывали все то замечательное, что дает культура, что исходит из талантливого народа. Однажды одним из другом Прометея Ионовича Чисталева был известный ученый Альберт Егорович Ванеев, один из создателей трехтомника энциклопедии Республики Коми. Они оказались в одном селе небольшом, где художественная самодеятельность решила показать им свои лучшие произведения. И одну из песен объявили народной, и когда она зазвучала, Прометей Ионович встрепенулся и говорит: Альберт Егорович, это ж наша с тобой песня. Альберт Егорович мудро ответил: если народ нашу песню считает народной, это самая высокая оценка. Действительно, песни Прометея Чисталева, они звучат и сегодня. И, безусловно, ансамбль имени Прометея Ионовича Чисталева, который перед нами только что выступил, они в своем репертуаре имеют многие его произведения. Вот здесь, на этом экране, мелькают разные фотографии. Здесь и Прасковья Ивановна в кителе, молодая, совсем юная. Здесь и сын их, Леонид, который не так давно, в 2008 году, уже 10 лет почти, что говорю, все не так давно, в 2008 году ушел из жизни. И вот дом, родовой дом Анисимовых, до сих пор крепкий стоит в поселке Нюрче. В 2004 году в этом доме был открыт мемориальный музей Прометея Ионовича Чисталева. К сожалению, он просуществовал всего лишь
5 лет закрылся в силу разных причин. В силу разных причин, и прежде всего потому, что это маленький поселок, там нет специалистов и некому работать в этом доме-музее. Но тем не менее, мы, начиная с 2006 года, выезжаем в этот поселок, и тогда, в 2006 году, провели такой очень яркий фестиваль времен «Связующая нить». К нам приезжали гости из разных городов России, и даже народная артистка России Татьяна Иванова, которая когда-то носила в девичестве фамилию Сысолятина. Ей очень хотелось побывать на родине ее предков, и когда мы ее пригласили абсолютно бесплатно приехать и спеть свои любимые произведения в этом небольшом поселке, она с удовольствием согласилась. Вот мы скоро перейдем в выставочный зал, вы увидите эти и другие материалы уже в виде подлинников. А сейчас я хотела предоставить слово фольклористам, которые пришли к нам из Коми-научного центра на это мероприятие. И первая у нас пришла Надежда Степановна Коровина. Вам и слово. Пожалуйста. Это уникальная личность. Я считаю так. И многие считают также. С одной стороны, он профессиональный композитор. И если даже он не сделал того, что как фольклорист, он бы был известен по всей республике. Потому что песни на его слова и многие произведения исполняются и в театрах, и во многих театрах и до сих пор исполняются. И собирать вот эти уникальные инструменты. И создал музей вот этих музыкальных инструментов. И вы сможете вот эти старинные музыкальные инструменты увидеть в Национальном музее Республики Коми. И часть музыкальных инструментов также будет иметься и в нашем институте. Что еще можно отметить? Можно я о Брунгане скажу? Ну да, вот и... Я вот хотела про Брунган сказать и забыла. Что он единственный же... Этот инструмент никто не знает. Да, но многие инструменты из того... Скажу, Брунган – это особенный инструмент. Вот такое звучное слово Брунган, запомните. Приехал из командировки, ездил собирать инструменты, открывать. Говорили, что в Коми нет народных инструментов, только русские. А он 30 инструментов открыл. Я даже приезжаю и говорю: вот послушай, пан. И я слышу, ой, господи, вот в стенах трубы. Орган. Слышу, где это орган? А он говорит: да, похоже на орган. Я говорю: а какой же вид у него внешний? Ты мог бы его привезти, показать? Он говорит: это русская печь, на которую натянуты жилы быка. В Вильгельте, в Национальном музее Вильгельском, есть приблизительное какое-то представление об этом Брунгане. Они на деревянную вот такую плоскость натянули какие-то непонятные мне струны и не нашли этого инструмента. Нет, я его видела, не то открыть не сумели, что я послушала звук. Это не то. Если вы услышите слово «Брунган», это талант народа Коми, который смог такой инструмент придумать. Ну, вот я что не сказала. сказала. Обратил внимание, и можете о создании вот таких инструментов, о находках посмотреть вот монографии Коми народные музыкальные инструменты, которую вот он смог издать. Когда у нас открывался музей, то я подарила свой сборник музею и написала: желаю неучимцам создать оркестр из инструментов, открытых Прометеем Чисталевым. К сожалению, этого не случилось. Вот она сейчас сказала, ой, не потеряла мысль, что-то тоже необычное очень хотела сказать. Ой, какая жалость, что я так плохо стала мыслить. Ай-яй-яй, последняя мысль она какую-то сказала, и я тут же
хотела добавить. Про книгу, может быть, его? Нет, не про книгу, а про про два международных конгресса, на которых Прометей выступал. И к нему подходили ученые из Америки, из других стран, которые фольклором тоже занимаются. Нет ли таких инструментов в других странах, которые в Коми-республике Прометей открыл? Из этих 30 инструментов. А он там даже, знаете, на соломинке играет музыку. Он там дырочки сделает, и у него музыка получается. Из чего он только не делал эти дырочки. Я думала, что в Нюрчиме появятся ребятишки, которые увлекутся и создадут вот это, и так просто эти дудочки делать. И когда здесь был какой-то юбилей Коми-республики, то на площади спортивной нашего стадиона вот так вот стояло человек 200 женщин, у каждой из них были, это чипсон называется, да, чипсон? Чипсон, вот они, несколько дудочек, как флейта, звук, как у флейты, свистящий. Как они грянули все одну и ту же песню Прометея, я заплакала. Это было потрясающе интересно. Думаю, если бы в Нюрчине создали оркестр, может, не в Нюрчине, кто-то, какой-то энтузиаст, интересуется народными, как можно из каких-то палочек, изымать соломинок, делать инструменты, которые поют музыку, и сделали бы, а то у нас кроме этого, как его, я все время забываю фамилию, невысокого роста. Бурдин. Как? Бурдин. Бурдин. Как же его звать-то? Михаил. Михаил, Миша Бурдин. Я его сколько раз слушала, больше ведь никогда нигде ничего не услышано на народных коми-инструментах и вот такого народного настоящего творчества. Может быть, найдутся кто-нибудь, увлекутся этим чьи-то дети. А в Нюрчиме хор существует. Молодежь, увлекайтесь. Хор имени Прометея Чисталева существует, а музыка народная его, вот инструменты эти нигде. И в нашей Асио-Акио, сколько у них программ всяких. Нет народных коми-инструментов настоящих, только стукалочки. Это не то, а то, что поет, то, что мелодию создает. А таких у него очень много инструментов, их можно из них сделать оркестр. Вот я что-нибудь сказала про артистов. А вот вы, наверное, обратили внимание на фотографии, где Прометей Ионыч совсем мальчишкой играет сначала на гармошке, потом на баяне. Ведь фильмы раньше были беззвуковые, немые, и он еще Нюрчиме озвучивал музыкально вот эти фильмы, чтобы зрителям не было скучно смотреть эти фильмы. Еще в селе Черныш он создал оркестр баянистов. И очень интересно, этот огромный оркестр очень интересно выходил на сцену. Выйдет один баянист, ему аплодируют, а тут следом идет второй и думает, что вот уже все, и опять аплодирует, а тут еще третий, и так до 20 человек баянистов, и у каждого в руках баян. И последним уже выходил Прометей Ионыч Чисталев. Иван, И, конечно, он первым выходил. Он первым выходил. Это было так смешно. Чисталев идет с фуражкой, и цветок мертвый. И он один вышел, ему заплатили. пожалуйста, Прасковья Ивановна. Так как она рассказала по одному, выходите, конца. А я почему-то думала, что он последним, а оказывается, первым выходил. Это было так интересно. Ну, может быть, в разных ситуациях Да, тоже по-разному. Может быть, в разных. Да, может быть. По-разному. Да. Потому что все уже знали, что он должен выйти на сцену, а он все не идет и не идет, а все идут какие-то мало знакомые люди. А Вера Михайловна Кудряшова, тоже фольклорист, кандидат филологических наук, Коми-научный центр. Несколько слов вам, пожалуйста. Несколько лет работать вместе с ним. И даже в одном кабинете мы сидели с ним. Прометей Ионыч был действительно очень веселый, задорный, очень энергичный человек, очень увлеченный своим делом. Его пригласил в наш сектор. Сектор тогда назывался «Литература и фольклора». Пригласил очень наш любимый, известный фольклорист Анатолий Константинович Микушев. Анатолий Константинович Микушев занимался песенным творчеством первоначально его, когда он кандидатскую писал, и после кандидатского он занимался изучением песенного творчества. И вот ему нужен был композитор, человек, знающий музыкальную грамоту, чтобы он мог переложить эти записанные песни, коми-народные песни, на музыку, и чтобы можно было создать
сборники, тексты, чтобы переложить тексты на бумагу. Анатолий Константинович Микушев был, конечно, великолепным организатором. Он тут же создал команду, которая отправилась по Выми, по Вычегде, по Сысоле, по Печоре, по Ижме. То есть они грандиозную работу провели. Взять хотя бы вот то, что они по Вычегде проехали, 6 томов собрали материала. Вот один том вот такой толщина, 6 томов вот столько материала. Это столько они песен собрали. В основном собирали тогда песен, потому что у них была задача показать, какова же песенная традиция коми-народа, какое богатство имеет коми-народ. Тогда, значит, мнение существовало, что у коми-народа и песен-то нет особо своих-то. Так вот они, благодаря Анатолию Константиновичу Микушеву и Прометею Ионовичу Чисталеву, создали 3-томник коми-народных песен. Ну, там участвовал тоже и наш знаменитый фольклорист Юрий Герасимович Рочин. Он очень тоже много труда вложил в это, но самая главная задача заключалась у Прометея Ионовича, чтобы расшифровать, то есть переложить на ноты. И вот они создали огромный 3-томник. Скорпионовского или как там еще? Неважно. Скорпионовского района. И был так удивлен и изумлен, и мы все были удивлены. Он говорит, я нашел такой мощный музыкальный инструмент. Называется брунган. И все спрашивают, что за брунган, как он звучит, и что это такое, и можно ли его куда-то, где-то сделать, здесь сделать. А нет, говорит, вот это сельский умелец. Он, говорит, протянул эти струны на деревянную, кирпичную, На печку да, на кирпичную русскую печку. И вот там вот он издает такие звуки, брунга, звучит так. Ну, в общем, это его самый кульминационный момент в его творческой жизни. А так, конечно, Прометей Иванович много сделал. А какие у него замечательные песни, какие лирические, какой тандем у них был с Ванеевым, какие они создали замечательные песни, как они звучат, как они радуют душу людей. В общем, Прометей Иванович, конечно, не зря прожил, много сделал, много оставил после себя хорошую память. Спасибо. Народных инструментов. Однако, вследствие недостаточной осведомленности и почти полного отсутствия нотных музыкальных записей наблюдались ошибочные взгляды, а порой и неверная оценка современного состояния коми-народной инструментальной музыки. Не знаете, где здесь Микушев? Дорогие друзья, я хочу вам представить Альбину Александровну Юрпалову. Она эту выставку оформила, экспозиционер, и она сейчас вам проведет небольшую экскурсию. Конечно, пожалуйста, Альбина Александровна. Ну, вообще, конечно. Оформит еще и экскурсию. Альбина Александровна у нас Давайте такое дело. Больше 20 лет в нашем музее истории просвещения Коми-края, а сейчас она на заслуженном, так сказать, отдыхе, но постоянно нам помогает. Альбина Александровна, слушаем вас. Ну, в общем, эта выставка называется «Колыбельная Прометею». Ну, не знаю, вот я сейчас расскажу, вы посмотрите, есть там колыбельная, а может и нет. Но, наверное, колыбельная в том, что здесь есть 2 очень интересных документа, если так можно сказать, с точки зрения музейной. Подлинник открытки, написанной мамой Прометею Чисталеву на день рождения. Очень интересный текст такой. Вообще неординарная у него, конечно, была мать, и, наверное, поэтому вот такой получился интересный и неординарный, гениальный человек. И вот там тоже копийный вариант, тоже письмо. Может быть, вот это по-своему как бы служит основой, фоном, вот эти слова, сказанные матерью о родном сыне, просто в открытках поздравлений, небольших таких писем. А вообще мы хотели показать вам просто, кто такой Прометей Иванович Чисталев, что
На земле, помню, есть разные люди, и хотя он ушел из жизни уже давно, а с точки зрения молодежи вообще очень давно, поэтому вроде как будто бы, ну, ушел человек и все. Но оказывается, столько дел было сделано интересных, необычных, и он был скромный человек, вроде как бы и никогда сильно не звучал, а как куда и в какую область? В области музыкальной культуры, в области научной, изучения науки о культуре музыкальной, и не только музыкальной. Какую-то сферу не возьмешь, и научную, и музыкальную, культурную, везде находишь его след. И оказывается, даже он как бы основой служил многим того, что сейчас, может, даже много и забыто. И вот в этой части мы рассказываем начало его жизни и две небольшие такие, ну, символические экспозиции. Это как бы основа комната, тот самый неученный дом-музей. Конечно, здесь вещей нет с того музея, но вот эта атмосфера 20-30-х годов не совсем крестьянская, но и совсем не какая-то уж особая, она вот, мы постарались воссоздать вот в этой области. Родившийся в 1921 году, вот завтра 95 лет как раз исполняется, в семье неординарных людей, учительницы Елизаветы Анисимовны Чисталевой и очень известного теперь уже как бы из рода Чисталевых Ионы. Маленький Чисталев, Прометей так названный, в честь бога огня, в принципе отцом молодым, таким очень энергичным, к сожалению, ушедшим рано из жизни, прожил, в общем-то, очень такую обыкновенную жизнь, и все не на небольшой территории, за исключением разве только войны. Родившись в Любчине, он там закончил школу, и после окончания школы, а еще будучи, как уже говорили, школьником, самоучка, баянист, сначала гармонист, потом баянист, самоучка, изучение нот, написание, вот эта тетрадочка, где он сам написал, что это тетрадь Прометея Чисталева, когда он школьником был, там, если мы бы открыли, просто трудно показать, там ноты написаны, какие-то песни, наверное, он уже тогда что-то сочинял, такое необычное и так далее. И о том, что это действительно он был такой, хорошо использовался, в школе выступал, и музыкой увлекался и помогал, вот служат фоном эти две грамоты, копии 2 грамот, награжденный как гармонистов, и даже премия 150 рублей в 38-37 год. Окончив школу в 1938 году, ну, посчитайте, сколько ему, 17 лет было, он поступает в Сыктывкаре в учительский институт. Он учился всего 2 года. И в 1940 году этот институт закончил. То есть он стал учителем, как ни странно, математики. Кажется, человек, который занимается музыкой и все такое, ну, абсолютно математическое образование, математики, физики, работает в лизинге недолго. А потом его забирают в 1940 году в армию. И вот эти все 40-е годы, до 1946 года, он служит сначала как в Красной армии, а потом начинается война. Он попадает, сначала обучается, потому что это было в Перми, служба проходила, обучается в авиационных войсках. Потом он попадает уже во второй половине войны на фронт Прибалтийский и в авиационном полку служит. Но летать он не смог. Вообще-то у него не очень было такое крепкое здоровье. И все-таки, обучившись, он летчиком не стал. Но ведь там есть не только летчики, но и люди, которые занимаются на земле. И вот он и служил в этом на фронте как раз в этой области. Закончил он войну уже в 1946 году, старшим лейтенантом. Вернулся на родину. И, кстати сказать, под Ригой в 1945-м, еще на фронте, он познакомился со своей будущей женой, которую вы сегодня слушали, Прасковья Ивановна. И которая сидит в этом зале где-то. Кондратьева. Вот в этой витрине мы как раз начинаем уже послевоенные его годы и заканчиваем, когда он до начала
вот этих 50-х годов. Это фронтовик, очень скромный фронтовик, вернувшийся с фронта, как очень многие, как немногие другие, ну, те, кто вернулись среди многих. Он опять пошел работать в школу, потом был инспектором и РАНО Сыктывдинского. И вот тут возникает такая, заочно закончил пединститут уже полный курс, то есть стал по-настоящему учителем математики и физики по полному высшему образованию. И тут возникает 52 год, когда он попадает на работу уже, был приглашен на работу в музыкальное училище, которое открыли в 1943 году. К тому времени самодеятельный, вообще-то, композитор, просто его имя прозвучало на конкурсе республиканском, закрытом, то есть никто не знал. Он предоставил песню, которая стала победительницей «Величайная Москвы», хотя там почему-то в то время начали говорить, что «Величайная Сталин» и так далее, там даже слово, фамилия Сталин не звучало. Это была действительно «Величайная Москвы», а вы слышали, у него очень мелодичные мелодии, такие какие-то народно-задушевные, он любит лиричность, и даже в такой величайной она все равно звучала лирично и стала очень популярна. А когда увидели, кто же победил-то на конкурсе, оказалось, что это композитор-самоучка, вообще-то какой-то там самоучка-баянист и просто учитель, хоть и фронтовик, но учитель. И тогда, видимо, в то время он вот с 52 года, как и лауреат, попадает уже в Сыктывкар и преподает в Сыктывкарском музыкальном училище, которое сейчас называется колледж искусств. Вот. Сначала он преподает там математику, а одновременно учится, потому что никакого образования у него нет. Все-таки композитор, который первое место, и вдруг никакого образования. И заканчивает ускоренный, конечно, курс, он же все-таки был с высшим образованием, но тем не менее в течение 55-58 года он был директором этого училища, а если вы посмотрите, что датируется 58 годом, то есть одновременно директор учится в собственном училище. Я, конечно, не представляю как, но судя по тому, каким был Прометей он и чистолюб, он все-таки, наверное, учился, а не просто взял там себе и выписал. Да и в те времена это все-таки не так звучало. Наказывалось сильно. Да. Поэтому... Закончил он это училище музыкальное. Да. Учился и закончил. Закончил, получил. Раньше такое не было. То есть, наконец, получил на образование. Это всё Здесь у нас наказывали, вторая, как бы более. такая небольшая ниша, тоже символически, потому что именно, ведь он педагог, он композитор. Но вот тут начинается новая страница его жизни. Она тоже ведь не начиналась именно там с 50 какого-то года или 60-го, когда его пригласили, вот сегодня уже рассказывали, пригласили в комифилиал Академии наук работать. Потому что тяга и изучению народных инструментов, народной музыки, зафиксировать все это, то есть исследовать, это все было в нем уже и раньше заложено, но теперь это возникло уже на определенном научном уровне. Все-таки это комифилиал Академии наук Советского Союза, это не просто где-то какое-то другое учреждение. И здесь мы попытались показать его труды, связанные именно с этим направлением деятельности. Это изучение коминародных музыкальных инструментов, открытие новых. В общем, там он, конечно, никто, по-моему, не занимался по-настоящему до него, так по большому счету. Это все достижения научные, в том числе и Прометея Чистолюба. Здесь же представлены его книга «Народные танцы». То есть очень широкий спектр разной деятельности, связан с фольклором музыкальным коми. И за то, что в те годы, 60-е, очень активно сотрудники музея, сотрудники коминародных филиалов показывают, как инструменты создаются. И вот очень небольшое количество просто таких инструментов, это не он делал, кроме вот этих небольших дудочек, пылинов, а это из его, и нам подарено из его фонда, вот,
там на них, на этих дудочках даже написано соль, там, ля, то есть вот из гума этого сделаны. Он тоже сам изготовлял, как бы изучая всю эту систему. И в этих витринах, в первых двух, вот как раз идет такое научное направление его деятельности. Ну не подскажете, вот кто рядом? Там есть кто-нибудь знакомый? Ну, конечно. Да, там не надо пальцем, там потом следы. Лыткин, Бараксанов, Чистоган. Это дело в том, что Написано. я там все везде есть этикетки, все, что я тут разоряю, можно хорошо прочитать, конечно. Дело в том, что в этих первых двух небольших витринках мы рассказываем научную деятельность его, не только вот изучением музыкальных инструментов. Он был популяризатором, пропагандистом культуры коми. И с точки зрения научной, то есть его статьи, выступления, доклады, сообщения на международных форумах, в том числе вот финно-угроведов, на всяких региональных всесоюзных конференциях, как ученый он это тоже и публиковал, поэтому вы там видите и всякие сборники, и конкретные научные работы, где и его статьи есть. Он писал статьи не только о музыкальных инструментах, но и многие о людях, которые как бы открывателях многих известных, например, об Анисимове, фольклористе, у него было собрано материалы, он статьи писал и так далее. Писал о композиторах своих и прочее. А вот это первая такая научная часть. А вот эти следующие три витрины, они как бы, ну, может быть, стол такой. Когда все печатали на машинке, мы тоже нашли у него в фонде копии всяких напечатанных изданий, в том числе и он в составе коллективов был по истории коми-литературы, по истории и других таких крупных сборников. А вот эти три витрины – это его композиторская деятельность. Прометей Иванович Чисталев был первым председателем Союза композиторов Коми-Республики, Коми-АСР тогда, который появился в 1978 году. Потом его сменил уже Перепелица. И он был участником очень многих съездов композиторов России и Союза. И поэтому там вот фотографии делегаций Коми, в том числе мы с вами видим, различные программы. Тогда, когда звучали на различных мероприятиях, праздничные концерты, всегда оно состояло как бы из двух отделений. Вот первое отделение, такого народного, торжественного, очень часто звучала музыка Прометея Ивановича Чисталева. Не потому что она была политическая, а потому что она была какая-то очень народная, и у нее вот это красивое звучание музыки, оно как бы соответствовало торжественности момента. Поэтому очень много программ праздничных, концертов. И сам он тоже составлял, он много занимался вопросами Союза композиторов. Издал 3 сборника песен своих. Это немного. Он активно сотрудничал и дружил с поэтами, и мы представили несколько ему подаренных книг с напутствиями. А еще он очень активно занимался проблемами художественной самодеятельности. Вот тогда, в 60-е, 70-е, 80-е годы, проходили различные фольклорные фестивали. И в этих фольклорных фестивалях вот участвовали художественная деятельность. Вот подбирать репертуар, найти новых, организовать, написать что-то для них. Вот там мы видим, например, его произведения для баяна, и тут же вот те самые из Черныша, или как правильно, может, я Черныш. Вот эти баянисты на фотографии. И те оркестры небольшие какие-то из художественной деятельности с национальными инструментами. Он всем помогал, он же был профессионалом, и поэтому знание профессионала, это очень, конечно, способствовало. И за свою работу в этой области, как тогда говорили, он был еще и членом правления, председателем правления хорового общества Коми. То есть видите, куда ни ткнешься, везде чего-то след. А в принципе, вот как говорят, вроде как будто его и не видно. А вот везде, вот в чем и заключается, наверное, значимость уникальных людей, что они весь свой талант
что умеют, все отдают. Поздравление 70-х годов, это вот в Нюрчине вся семья Чисталевых, Нюрчинских Чисталевых. И на этой выставке у нас есть копии и подлинник трех его портретов, выполненных тремя очень известными коми-художниками. Это и не только коми. Это народного художника России Энгельса Козлова из Петербурга, Ленинграда. Вот эта зарисовка, подлинник, там все написано, где-то 70-е годы, он даже не помнит, тогда нам дарил, это все подписал, про Козлов, портрет. Это сделаны копии, но такие существуют. Портрет выполнен Аркадием Мошевым, ну тоже своеобразный немножко, да? А там вот этот четвертый, видите, начинает. Это рисунок 40-го года, когда на учительском институте учился. Кто нарисовал? Может, он там. Там не датировано, но написано, что в 40-м году на память маме. Он много своих статей. Вот откроешь, например, в почву, статья про кого-то, дорогой маме, и там, значит, все это, связь очень прослеживается. А это вот такая шарж такой сделанный, небожитель наш. То есть очень дружески выполнен Ремон Ермугин, который, в общем-то, наверное, такие вещи рисовал только для своего круга, а не для выставок. А вот оказалось, что так удачно подобрано. Это сделано в 1971 году, когда он получил лауреата Государственной премии Республики Коми за этот трехтомник в соавторстве с Микушевым и Рочевым. Но он был всегда во всех трех томах, Рочев не везде, Микушевы, они, значит, вот очень интереснейшую работу проделали тогда.